августа 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Друзья, напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков и так далее. Вы все это знаете. Все остальные милости просим, как говорится. Сегодняшний свой стрим я назвал «Экстрадиция века». ФСБ передала Дурова Западу. Что дальше? Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Итак, сообщение от Генерального штаба Сбройных сил Украины я вам предоставить сейчас не смогу. Но приблизительно можно, исходя из последнего года, можно сказать, более 1000 убиты и ранены за прошедшие сутки. Скажем так, если исходить из информации, которую нам предоставляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Тогда давайте, пока вы тут собираетесь, потихонечку начнем наш стрим уже с нашей основной темы. Тема по экстрадицию Дурова на Запад, во Францию. И давайте обсудим. Шамиль, алейкум салам. Алейкум салам. Свободный человек. Эх, Шамиль. Эх, алейкум салам, их бин яха. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, их бин яха. America Free. Так. Меня просто попросили American Free не ставить больше месяца, по крайней мере, пока. Человек недавно подписался и просил не ставить, чтобы он мог писать комментарии. Поэтому, вот видишь, Юрий Барковский у нас, оказывается, подписан раньше, чем месяц. Наблюдает. Я вот не понимаю, русские, почему вы мной недовольны? Почему вы на правду, на которую я вам говорю, я ничего вам не сказал, честное слово. Ни разу ничего того, что вы сказали и сделали в отношении моего народа и лично меня. Я вам ничего больше не сделал того, что вы нам сделали и сказали. Я вам открываю глаза, я вам говорю правду. Ведь вот эта война, 10 лет, которая началась, я и украинцев предупреждал, и вас, русских, предупреждал, но вы продолжали там упорно захватывать, побеждать там за 3 дня, там 3-10. В итоге опять у вас идут сказки. Вот сейчас отдали Дурова. Алейкум салам, American Free. Вот отдали сейчас Дурова. Вот как вы думаете, если ты не по работе, Юрий Барковский, если ты не по работе, вот ответь на один простой вопрос. Почему Дуров, который так долго не появлялся в Европе, у которого были проблемы с французскими, западными, с разными структурами, и сейчас идет война, пользуется телеграммом, на войне пользуется. Вся агентура здесь в Европе, российская агентура, пользуется телеграммом. Как человек сам идет в лапы? Он же на войне, правильно? Он на русской стороне, он на войне, он никакой независимый, мы все знаем, мы все, кто хотя бы месяц или год прожил в России, прекрасно понимаем тамошнюю атмосферу. Найдут вас, найдут ваших детей, найдут ваших умерших прадедов, и откопают их, заставят извиняться и вас заставят вернуться, перекроют вам везде кислород. И особенно, если у вас есть деньги, вас будут давить деньгами. Всего этого за Дуровым мы не замечали, как вы понимаете. Мы же все понимаем, да, это абсолютно наивность, абсолютная глупость говорить, что
Дуров был каким-то независимым или есть какой-то независимый чувак. Это неправда. Неправда. Более того, ни одной соцсети нету, которая не управляется государством, не контролируется спецслужбами. Да, конечно, в европейских странах, в Америке, например, в Европе люди, конечно, обладают намного большими правами. Но опять же, если нужно бороться с терроризмом, если нужно бороться с детскими какими-нибудь там грязными там фото, видео, еще какими-то вещами, с этим будут бороться. Вне зависимости, миллиард у тебя или 100 миллиардов. И это в том числе в фашистской России. Ваша спецслужба, она абсолютно все контролирует. Да при чем здесь однобокая? Конечно, однобокая, Юрий Барьковский. Для тебя она однобокая, потому что я тебе открыл правду, я тебе другой бок показал. Тот бок ты уже знаешь. Ты этот бок уже постоянно транслируешь. Мне тут-сюда заходишь, транслируешь. Там, соседям, людям там все это распространяешь. А я тебе другую сторону показал, другую сторону, оборот медали, понимаешь? Да, может, я тебе не нравлюсь, может быть, я твой враг. Но не я сделал себя вашим врагом. Ваша свора палачей, уничтожая 4 века мой народ, вынудила меня стать вашим врагом. Понимаешь? Вынудила идти против врага, который уничтожает тебя 400 лет, мне кажется, ну, точно не ради какой-то там прибыли или каких-то там вещей можно идти, правильно? Значит, какой-то побудительный какой-то эффект был. То, что мне денег не платят разные там спецслужбы, Америка, Запад, Германия, в этом можешь не сомневаться, но вы не верите, потому что, ну, хотя некоторые, я думаю, верят из вас, знают. Потому что меня не показывают на «Голос Америки», «Настоящее время», там, я не их человек, понимаете, я независимый, свободный человек. И да, я прошу помощи у Америки, потому что кроме нее нам помочь никто не может, понимаете. Хотя она нам не помогала, когда могла просто вот этим пальчиком вот так пошевелить, и чеченский народ был бы спасен, полностью был бы спасен от того, что с ним произошло. И в Грузии не было бы войны, в Украине не было бы войны. Просто пальчиком нужно было пошевелить. И Англии, и Америки. Так они вам помогали. Они говорили, вы демократы, вы люди, что вы станете там цивилизованными какими-то там человеками. Понимаете? И если я вам говорю другую сторону медали, рассказываю, так послушайте, вы сделайте выводы. Ну, не обязательно соглашаться со всем. Да, я говорю неприятные вещи. Не только вам, я, кстати говоря, говорю. Я говорю неприятные вещи и чеченцам, если мне что-то не нравится. Конечно, не так, как вам я это говорю. Но вы заслужили, извини, конечно, да, но то, что вы сделали. Вообще, тебе, знаешь, надо стоять на коленях, как русскому человеку, и просить у меня лично прощения. А ты заходишь, претензии мне предъявляешь, оскорбляешь меня, а я пытаюсь до тебя донести еще информацию. Видишь, какая несправедливость? Ты лично, и русский, и россиянин, убил 300 тысяч чеченцев. Это только за 2 последние вот эти войны. Новейшая история. Понимаешь? А за все время вы убили миллионы нас. И мы не сдались, не покорились. Да, вынужденно. И в тюрьме ты приходишь, и руки за спину кладешь, и идешь по коридору, и отвечаешь на вопросы, как положено. Ну, в тюрьме есть правила. Ты попал в тюрьму. Вот таким образом мы сейчас находимся. И более того, сейчас мой народ находится в заложниках. И я опасаюсь, что вы... Не опасаюсь, я уже вижу это уже. Фактически уже все это складывается. Я раньше опасался, предупреждал, что вы можете начать геноцид, новый геноцид нашего народа, чтобы отвлечь внимание. Рамзан Кадыров говорит, нужно братские украинские, русские народы спасти ценой чеченского народа. То есть нужно пожертвовать чеченский народ. Понимаете? И этот план сейчас в действии. Этот план делают русские, этот план делают пророссийские украинцы. Большая часть украинцев, которые все это видят, молчат. Молчат.
по какой-то причине. Понимаешь? Им, наверное, им объясняют, что да пускай где угодно будет. Главное, чтобы с нашей земли ушли там туда-сюда. Так если мы таким же макаром воевали бы вначале, мы, во-первых, 25 лет не воевали бы и не продолжали бы вести свою борьбу. А во-вторых, не получилось бы так, что эта война дошла бы до Украины, понимаете? Представьте, мы говорим, давайте, русские, вы до нас пришли. Да, все, мы с вами не будем воевать, давайте, вон, это все виноваты украинцы, давайте переведем на украинцев. Вот сейчас украинцы вот это говорят. Не сами украинцы, кто воюет, им вообще дела до этого нет. Они враг, они воюют. А вот вся информационная, вот эта русскоязычная среда Украины, вот они говорят. Политики говорят, подоляки разные говорят, там разные Зеленские говорят, третье, десятое. Мне кажется, вообще там вся вот вся верхушка информационная, там третья политическая, по большей части, она полностью контролируется русскими. Вот у меня такое впечатление складывается в последнее время. И нами хотят пожертвовать. Меня лично это не устраивает. Вы, конечно, извините, но меня это вообще не устраивает. Ну ладно, давай почитаем комментарии ваши, а там посмотрим. Просто странно, что вот вы ко мне претензии, вместо того, чтобы извиняться передо мной, мне еще претензии. Простите, уважаемые чеченцы, вы должны сказать. Мы были дураками, мы за 3 дня думали взять Киев, оказались полными лохами, нас обманули. Также мы думали, что мы какая-то великая нация, что мы великая империя, что наши ФСБшники это новые дворяне, они наши хозяева, мы их холопы. Вы так думали, правильно? И вот получилось, что вот мы убили вас там, и наших русских, между прочим, тоже вы убили, если вы за русских печетесь. Я вам говорю, наших граждан русской национальности вы тоже убили в огромном количестве. И вот вы должны сказать, простите ради Бога, виноваты, посыпать голову пеплом. Если вы христиане, стать на колени, сказать, простите. И мы, чеченцы, очень благородные, высокоморальные и очень жалостливые. Мы простили бы таких людей. Знаете, во Франции был митинг один, и туда пришел один мужчина, русский. И он встал на колени на митинге перед русскими. А там в основном, вот тот, кто туда пришли, чеченцы, которые там разные, религиозного толка, там, в основном религиозного толка. Они в шоке были, они не знали, как реагировать. Понимаете? Мы не знаем, что это такое, это для нас ненормально. Мы не можем понять, как русский может извиниться за что-то, даже если он виноват. Понимаете? А вы удивите нас, шокируете нас. Бомбами шокировали, жестокостью, подлостью, ложью шокировали. Шокируете нас человечностью. Но я думаю, этого шока мы только вот от таких вот редких русских только дождемся. А к ним у меня вообще нет претензий. Вот эти редкие русские, которые все понимают и ничего не могут сделать. Ну хотя бы слово говорят, хотя бы не поддерживают геноцид чеченцев. Так вот, я этих русских считаю алмазами в куче, сами знаете чего. Понимаете? Им вообще не место там. Они не могли там оказаться. Понимаете? Вот какая ситуация. А вы мне тут претензии высказываете. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Ты мне нравишься, поэтому и смотрю. И про 400 лет это круто. Ты мазохист и Ясно. Ну, во-первых, 400 лет это не выдумка. 400 лет вы нас убиваете. Миллионы убили. Когда начиналась большая русско-чеченская война позапрошлом веке, она продлилась около 100 лет между нами. Последний вот завершающий момент был, когда пришел имам Шамиль, мы его избрали, вернее, мы его спасли, он сам спасся, мы его приняли, сделали его имамом и сражались 26-27 лет. 2 года после его пленения еще продолжалось сопротивление. Так вот, от 2 миллионов нас осталось 120 тысяч.
тысяч 15, может, 10 турки приняли обманным путем, с русскими договорились и нам подлость устроили, и ассимилировали всех, кого забрали. 120 тысяч, 5-6% у нас осталось. Можешь понять? Представляешь? От 2 миллионов. Сколько бы нас было? Ну, вы практически нас и так истребили. В 44-м истребили. От 1 700 000 нас не стало тогда. От чеченцев и ингушей. Это мы через где-то 50-60 лет набрали количество, к миллиону подобрались. Вы опять нас срезали. Так, говорит, не можешь продолжаться. Или мы должны говорить, да, мы стать русскими, сказать, все, мы отказываемся от своего. И тогда, может быть, вы нас пожалеете. А может быть, споите, как там, якутов, бурятов там и разных других национальностей. Вы же не отстанете, пока мы Ванями, Петями не станем. А мы не станем Ванями, Петями, понимаешь? А вам хочется, чтобы мы смелые, дерзкие чеченцы были, ваши друзья, ваши верные союзники, соратники, которые исполняют вашу волю, вашими марионетками. Но при этом, чтобы мы еще были как Ваня и Петя. Так не бывает. Мы или Ваня, или Петя, или Махмуды и Магомеды, ну, дерзкие и смелые. Так же не бывает. Правильно? Странно. Вот давайте поговорим, модный доктор, шалом, спасибо за подарки. Давайте поговорим о том, что вот сегодня демократ Машуоль, Шавик Чумелвенег, алейксалам, Шавик Машуоль. Давайте поговорим о том, что происходит с вашей страной, да, которую вы преступно причисляете мою страну, оккупировав ее, взяв мой народ в заложники, которую вы в любой момент можете начать убивать. Вы к этому подготавливаетесь, к этому подходите. Вы начали войну, русские. Вы начали войну. Вы все больные люди, вот, больные на телевизор. Вас полностью перепрограммировали. У ваших спецслужб такая мощная программа, они могут вас зомбировать просто-напросто. И в этом я убеждался. Я просто не попадаюсь на ваш вот этот зомбоящик, потому что лично сам убедился во многих вещах. А так... Очень мощная у вас зомбопропаганда идет. Понимаете? В 2014 году вы захватываете Крым, в Крым, в котором много русских, в котором стоит Севастопольский, вот этот Черноморский ваш флот. Там все русские командуют, там всем практически русские. Крымские татары при помощи украинской власти вами забиты. Вы им не даете никакой автономии, Украина им не дает, благодаря вам, русским, которые находятся там. Вы их даете, украинцы вам помогают, украинцы помогали нас убивать вам, украинские летчики нас бомбили вместе с вами. Это ваши братья были некоторые, они думали, что они ваши братья, вы им врали, что они ваши братья. Но ваши братья тогда, когда они вас слушают, а если вас не слушают, все, он вам уже не брат. Все вам помогали нас уничтожать, крымских татар вы давили. Это же правда. Не нужно любого крымского татарина возьмите и почитайте, что тогда было. Все он вам там расскажет. Там была Хизбут-Тахрир организация, которая в России запрещена, и в Украину она как бы переместилась. Там они пытались что-то делать. Но туда пришла Россия, и там зачистили этот весь Хизбут-Тахрир. Всех пересажали, там усилили наказание за... участие в этой организации. Саму ее приравняли к экстремистской, там, по-моему, террористической. И вот в итоге у вас все нормально, но вам этого недостаточно. Точнее, вам, русским, вообще, давайте по чесноку. Как тебя там был? Как тебя звали? Борис тебя? Да? Юрий Борьковский. Смотри, вы устанавливаете страну, вы живете, развиваетесь, там у вас нефть, газ, там у вас в мире все хорошо, вы там такая вся успешная страна, ну, по крайней мере, по телевизору. И в итоге ваше руководство, ваше ФСБ, не спросив вас, не беря вас в расчет, потому что вы источник власти, по демократическим принципам вы являетесь источником, по вашей конституции, вы являетесь источником власти. Вы, как общество, народовластие, избираете себе своих представителей в парламент,
президента, и он за вас уже там ваши дела решает. Ну так получилось, что вы уже никого не избираете, никаких у вас выборов нет, одна имитация у вас идет. И ваши неодворяне, ФСБшники, они посчитали, что денег очень много, Европа вся у ног, реально, вся Европа была у ваших ног. А Германия мотор всегда, причем не сейчас, всегда мотор Европы. Франция величайшая империя в прошлом, сейчас уже загнивающая, загибающаяся империя. Ну и другие страны, которые бы. Австрия это ваш задний дворик. Ну все отлично, все у вас купленные, все на мази, агентура здесь работает. Более того, некоторые чеченцы, которые служат вам, они под видом ичкерийцев здесь принимаются на Западе, потому что, ну, реально пострадали, реально помощь нужна. И эти ичкерийцы работают на вас, так называемые, они никакие не ичкерийцы, это предатели или же ваши агенты под видом ичкерийцев. Все отлично у вас, все супер, просто нужно Путину стать от президента королем, Патрушеву боярином каким-нибудь там, ну кем он там хотел стать, бароном Мюнхгаузеном, он, кстати, похож, да, два уса приклеить ему, и все, и будет барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен, русский Фредди Крюгер, Патрушев, они хотят стать дворянами. Они договариваются в Украине. Я вам расскажу, как все было. Это мое сугубо личное мнение. Это мое мнение не имеет никакого отношения к президиуму правительства, потому что я независимый человек, я признаю свой президиум, свою власть чеченскую, единственную легитимную власть, но я абсолютно независим, и меня даже просят некоторые вещи не говорить. Но так как я независим, я буду реализовывать свое право в полной мере. Поэтому еще раз напоминаю, что мое мнение может не совпадать с мнением президиума правительства, потому что я не представляю никакие властные органы и являюсь абсолютно независимым человеком. Абсолютно. Понимаете? Я являюсь председателем правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, которая занесена вот недавно вместе с немецким Бременским институтом в организацию экстремистскую нас внесли. За что я тут экстремист, не понимаю. Ну да ладно. В Украине учреждения СБУ, имеющие признаки террористического, тесно сотрудничало во время геноцида чеченского народа под видом борьбы с международным терроризмом. Многие страны, не как Украина, конечно, многие страны тоже сотрудничали по борьбе с терроризмом, борясь с чеченским желанием жить свободными, понимаете? Вопиющая несправедливость. Та справедливость, мимо которой я не могу пройти. В Украине договариваются с этими гибнюками, само учреждение договаривается, и от Лиссабона до Владивостока союз империй, потому что они так говорят, что демократия не жизнеспособна, она не конкурентоспособна, и нужно возвращаться к монархии. Да, вот есть разные виды управления страны, были людьми придуманы, люди пытались жить по ним, от коммунизма, там, религиозных государств и так далее. Но в большей части они делились на тех, кто авторитарные режимы и демократические режимы. Вот мы пришли к концу вот этого нашего сегодняшнего состояния. Человечество пришло к тому, что оно изобрело демократию. Она плохая демократия. Я вам честно скажу, там очень много минусов, очень много проблем. Она очень сложная демократия. Сложная, потому что несколько ветвей власти. Каждая власть должна быть независимой. То есть эти люди должны быть профессионалы, эти люди должны быть патриоты, верные, надежные и так далее. И в этом плане очень для иностранных государств, для вражеских государств очень легко сбивать демократии. Внутри самой демократии большие проблемы есть. Это факт. Но лучшего на сегодняшний день человечество не просто не изобрело, просто даже не предвидится что-то лучшее. Пока сам человек решает. Понимаете? Вот основа основ. Свобода человека. Это самое главное.
И после этого человек начинает развиваться. Посмотрите, что происходит в Америке. И посмотрите, что происходит там в России. Там, где в Советском Союзе, возьмем так. Там, где человек свободен, он творит, он создает. Ему никто не мешает, никто его не убивает, не пытает. Все на... Да, контроль есть, даже очень даже сильный контроль есть. И здесь, в Германии, и в Америке. Но этот человек свободен, он сам выбирает, жить ему в этой стране, свободно жить или нет. А в России все закручивают, коррупция, убийство, страх. И поэтому ничего нет, ничего не изобретено. Хотя Россия в 100 раз богаче могла бы быть, чем Америка или все страны в мире. Так вот, Россия начинает создавать новую империю в сговоре с украинской властью, ну, представителями Украины, скажем так, западными, с немецкими, с французскими, с этими странами. Не знаю, с Америкой, я думаю, нет, но с европейскими странами, на мой взгляд, да. Но хотя с Америкой тоже очень тесные отношения у России. Россия везде принимается, таскают, Америка таскает ведь Россию везде. В G7, G20, везде, ну просто на шею себе посадили. Ну и вот такая подлость с вашей стороны, русские КГБшники, с вашей стороны подлость. Мы сейчас этих американцев, Запад, англичан, мы их сейчас надурим, все возьмем максимум, и потом все отберем. Все просто отберем, все будет наше. Ведь геноцид чеченцев простили. Да что они могут, эти слабаки? Ничего они не могут. С украинцами все решено, там агентура, все свои, там и все остальное. Все будет у нас в кармане. Да, надо просто зайти за 3 дня взять. Не смогли. Не смогли. Увы и ах. Не получилось. В итоге вы оказались у разбитого корыта. Весь мир ополчился. Наконец-то мир сказал хватит. Наконец-то, когда вы свой пятак всунули в Украину, вас схватили капканом за пятак. Причем украинские власти в лице самых верхних, там, офиса президента, учреждения СБУ, имеющего признаки террористического. Вот эти все организации фактически ну, готовы были сдать, они ждали, получается, да, по-другому как это уходит. В итоге только лишь украинский народ, армия была в плачевном состоянии. Ну, в 2022 она уже получше была, но в 2014 ее не было. Ну, в 2022 году уже нормально уже все. Там Залужные, там другие патриоты, сыны Украины подготовились, скажем так. Хотя Запад, и сейчас мне вот комментарий в Facebook там пишет человек, говорит, Зеленский не сбежал. Почему это он должен был сбежать? Это как это? Идет война, он идет на выборы, и потом он еще сбежит, что ли, после 75 или 73% за него проголосовал. Это что это такое? Это ему ставить в гордость, что он умереть должен, один из самых первых. Не то, что он должен погибнуть, а то, что он должен быть готов умереть самым первым среди украинского народа, потому что он становится первым в украинском народе, когда его избирают, понимаете? Это не значит, что он должен войну развязывать. Он должен, если необходимо, умереть, как умер Джахар Дудаев, как умер Аслан Масхадов, как умер Зелимхан Яндарбиев. Так, если примеры брать из истории. Поэтому я имею право так говорить. Может, у других президенты не готовы умирать. Наши президенты, не задумываясь, отдавали жизни, и никто не сдался в плен. И обижать там, и сдаться в плен, даже разговора не было. И вот в итоге получается, что начинается война, и вопреки тому, что хотела СБУ, вопреки тому, что хотели властные органы Украины, украинский народ выстоял. И сейчас украинцы возмущаются, почему нам оружие не дают, почему нам современные танки, современные ракеты, современные самолеты не дают. Они дают, потому что кому их давать? ФСБшникам отдать. Политическое руководство практически все управляет информационным пространством. Понимаете? Открыто уже все, прямо открыто представители украинских властей
вот этих Фридом, там, Ридом там, и так далее, все украинские журналисты. Евгений Киселев, между прочим, это украинский журналист. Невзоров это украинский журналист. Они же гражданство имеют. Имеют, приютили на своей груди змей, приютили. Вот эти товарищи открыто собирают всех гибнюков. Прямо КГБшники. Просто нельзя вообще, неужели на России мужики перевелись или бабы умных, интеллектуальных, что только КГБшники могут. Киселев КГБшник приглашает другого КГБшника. Сидят там, разглагольствуют. Один КГБшник приглашает другого, потом третьего КГБшника. Неужели даже после всего этого не нашлось в Украине сил, которые бы сказали, ну хватит откровенных ФСБшников, действующих или бывших, их не бывает, офицеров приглашать. Савастьяновых, там, третье, десятое, ну вся просто гибня сидит в украинском телевидении. Вся полностью. Понимаете, на русскоязычном, назовите мне кого-нибудь украинского, русскоязычного какого-нибудь деятеля, который объективен, который правда борется. Но украинцам преподносят, вот война, вот уйдет от нас туда, она уйдет в Чечню, уйдет, там чеченов пусть мочат, кадыровцев мочат, там все нормально. И украинцы тоже молчат. Да ладно, так, ну, подленькая такая позиция, я вам скажу, украинцы. Потому что за все это время, сколько мы говорим, что Ахмед Закаев работает на Кремль, он у вас там находится, ни один журналист, ни один блогер не задали вопрос Ахмеду Закаеву или своей власти, почему сидят чеченцы тысячами, десятками тысяч сидят в Европе везде, и говорят, что Ахмед Закаев является засланным агентом Кремля, и вы его здесь держите. Невероятно ведь, правильно? Невероятно просто. Вот такая вот ситуация. И сейчас, когда у вас ничего не получилось, вопреки всему, кстати говоря, украинцы, вы тоже можете на меня обижаться, но правду я вынужден говорить. Но мы проиграли войну именно так, как вы ее проиграли. Мы выиграли ее на поле битвы. Мы поставили русских на колени. Ну, в нашем случае это называлось принуждение к миру. Потому что мы заставили их вывести свои войска и сесть за стол переговоров. Они крутили, обманывали, подлоги делали, что мы как бы часть России, что мы там это. Пытались договариваться, ублажали там, возносили до небес Масхадова. Там, короче говоря, на его чувствах играли. И в том числе его пытались переманить на свою сторону, чтобы он верил. Он верил им, он верил Лебедю, которого потом убили сами русские. Ну, ФСБ убила своего военного. И как сейчас это будет происходить? Точно сейчас та же ситуация. Вы, украинцы, побеждаете, но у вас нет влияния на политику, понимаете? Потому что СБУ у вас всем там заправляет. Военные у вас вне политики. Все, вы побеждаете, возвращаетесь, вам рассказывают, какие вы герои, какие вы крутые. Вас всех переписали, всех самых дерзких, самых талантливых, самых лидерских, там всех уже переписали. Это вам 100% гарантирую. Это я уже украинцам говорю. И потом каждого из вас будут подкупать, убивать, шантажировать, там, искать ключики к вам каждому. И даже вам политические посты будут давать там главами какими-то третьими. Но если не будет люстрации, вы потерпите поражение, украинцы. Все, что вы сейчас теряете, это будет зазря. Как было это с нами. И об этом мы вам рассказываем. Понимаете? И вот ситуация происходит следующая. Россия считает, что она может беспрепятственно убивать. Мы вам говорили, мой канал вам, я с первых дней вам говорил, эту войну вы не выиграете. Все будете, пострадаете. И теперь я просто подхожу медленно к ситуации, почему Дуров экстрадирован ФСБ во Францию. Вот к чему я хочу вам подвести всю эту ситуацию. Дело в том, что Россия уже давно дала заднюю. ФСБ давно дала заднюю. Там в России есть разные кланы.
Вы на чеченцев говорите кланы, мне всегда это было смешно. У вас кланы, у нас никогда не было никаких кланов, кроме тех, которые вы нам с Москвы назначали. У нас вообще другая структура, вообще государство, общество, устройство общества. Но вот вы нам рассказывали. В итоге вы, Россия понимает, что она проигрывает открыто. Ваши депутаты, Евгений Федоров, можете посмотреть на моем YouTube-канале, на реалити это есть, рассказывают, что мы 2 года, уже 2,5 года идет война, 2 года бессмысленно теряем в мясных штурмах людей. А для чего это делается? Для того, чтобы украинцы выдохлись, чтобы Запад устал, чтобы посмотрели русские, какие жестокие, так не жалеют своих людей, это негуманно, это бесчеловечно. Так всегда вы воевали, по-другому вы не умеете. Все вот эти бичей, бомжей собираете и утилизируете их. И мир удивляется, шокирован вашим поведением. Понимаете? Но это ваше, вы по-другому никогда не воевали. Никогда, ни доблестью, ни там умением, только массой вот этим, жестокостью там и так далее, и так далее. И вот сейчас, когда понимают, что уже никак не могут справиться, Кадыров уже год назад сказал, что чеченский народ должен быть принесен в жертву в угоду братским русским и украинским народам. Это он уже прямо говорил еще год назад, больше даже может быть. И вот сейчас происходит такая ситуация, что идет сдача. В Курск, да, вошли самые лучшие, отборные, опытные украинские войска. Но я убежден, что это сделано, это мое личное мнение, сделано это для того, чтобы отдать хаб, газовый хаб из Суджи, для того, чтобы это потихонечку начинаете, а сам Газпром, это ж путинское все потихонечку начинается возмещение ущерба Украине. Понимаете? Запад хочет, чтобы у него все было нормально. Прикинули в Генштабе. Ага, так, если мы можем захватить Курск, часть Курской области, мы должны зайти. Сразу Западу это понравится. От Запада нужно же оружие, еще деньги. Значит, Западу понравится. Нужно сделать такой маневр. Я убежден, это мое личное мнение, что это сделано совместно, может быть, с Путиным лично, потому что Патрушева убрали. Патрушев главнее, чем Путин был именно в силовых структурах. Патрушев развязывал войну, взрывал дома русских в 99-м, там теракты проводил, это все известно. Только кроме русских, всему миру это известно. Патрушев начинал войну, соответственно, обвинив в этом нас против чеченцев, то есть убийство своих русских женщин, детей, которых Патрушев по закону о том, что как он представитель ФСБ должен защищать свою страну, конституцию, он их убивал, обвинил в этом нас, напал на нас, совершил геноцид, потом Грузия, потом Сирия, потом Украина. И вот эти все события, которые вот разворачиваются, они, что его сняли, это указывает о том, что он заползает под корягу, сын его остается, он заползает под корягу, и начинаются уступки Западу. Я всех вещей, конечно же, не знаю, на что идут уступки, на какие планы, но вот то, что вот откровенно бросается в глаза, это то, что сдали Курскую область. Сейчас они сидят, рассказывают сказки, что украинцы пойдут до Москвы, там 3-10. Я уже не верю в это, я тоже сперва думал, что могут пойти украинцы до Москвы. Скорее всего, нет. Скорее всего, идут Путину навстречу на Западе. И систему КГБ СССР не будут уничтожать, по всей видимости. Это самая большая неприятная новость для меня. Люстрацию проводить в России и проводить полностью смятение КГБшного, ФСБшного режима не будут. Видимо, там что-то большего вреда будет их снести для Запада, чем их оставить. Лучше с ними договориться по новой, чтобы они присягнули, переприсягнули заново, потому что, как известно, Америка и Россия были очень большими друзьями, и российские службы ФСБ лизали пятки американцам всю жизнь после развала Советского Союза, гордились, что их американцы подпускают к своей пятке.
помогали им, там, сами создавали террористов и сами успешно решали, там, и так далее, и так далее. Ульяновске устанавливали натовскую базу. Ну, все помогали, во всем помогали. Югославию сдавали, не лезли. Ну, как бы все было супер прекрасно. В обмен на то, что они могли безнаказанно убивать чеченцев. Безнаказанно имеется в виду на Западе, здесь там клали руку на сердце и говорили, мы так озабочены. Это самое большое наказание было, которое Россия получала за геноцид, за уничтожение всей нации, целой нации, на глазах всего человечества. И вот сейчас Россия начинает все сдавать. И почему Дуров, которого могли искать здесь на Западе, могли задержать, идет война, через его телеграм военные наводят свои орудия на украинские позиции. Здесь, в Европе, огромное количество русской агентуры, которые пользуются телеграммом. Он садится на самолет, спокойно прилетает. И вчера на чеченском языке, позавчера, вчера на чеченском языке мы говорили, что если он выйдет, Дуров, то это сделка. И он вышел. Вчера я об этом говорил, к вечеру пришло сообщение, что Дуров выпущен, там предъявлены обвинения, там залог там 5 миллионов, там какие-то деньги. Для него это небольшие деньги. И может жить спокойно дома. Как вы думаете, если идут на такой шаг, идет война, весь Запад заинтересован в победе Украины. И делается, все западные спецслужбы делают так, чтобы предоставить максимально комфортные условия для украинцев ведения войны. То есть информация, ослабить противника, это все санкции, все. И вот Дуров, это телеграмма, это то через средство коммуникации, которое единственно было у русских, которое не контролировалось. И то это в секретных чатах, там специальные коды были. Эти коды теперь есть и у Запада, они у русских, конечно, тоже остались, если их сейчас можно поменять, я просто всех технических деталей не знаю. Но Запад точно имеет сейчас доступ, так как Дурова отпустили. И я поэтому убежден, что Дурова отправили, может быть, не сам лично Путин ему сказал, может, его окружение, может, какое-нибудь Войно сказал, может, еще какой-нибудь там Песков ляпнул, давай съезди, там, вот передай им компьютер, или там тебя ждет Макрон, там встретятся туда-сюда. Специально Макрона подключили, тоже, кстати, очень удивительный, интересный момент, сказать так, чтобы как будто, почему все будут задаваться вопросом, не мог туда поехать Дуров, невозможно это, третье, десятое, а сказать, а его Макрон позвал, и он оказался мерзавец, он сдал его, понимаете, ну президент гарантирует, приезжает, и вот он его сдал. А где эти гарантии? Покажите нам гарантии, что Макрон их давал. Нет таких гарантий. Поэтому я считаю, у меня нету, кроме вот открытых источников информации, я считаю, что Дурова сдают, как будут сдавать все остальное. Но Дурова ведь сдают не просто потому, что он Дуров, а Дурова сдают потому, что через его телеграм, и он нужен, не потому, что он Дуров, Западу нужен, а потому, что через его телеграм ведется война против Запада. Украина – это часть Запада. И поэтому и в том числе и здесь, в Европе, и в Украине ведется война. И они не собираются, когда касается их жизненных интересов, то я вас уверяю, Запад далеко не мягкий и не пушистый, как может показаться. Абсолютно. Абсолютно. Совсем другой Запад это появляется, когда его интересы, жизненные интересы затрагиваются. И вот в итоге вся агентура здесь на Западе, все то, что писали, оно сохранится. Вся еще большая вероятность, большая опасность, то, что когда эти факты, вот эти все станет ясно, вот эти все блогеры, все здесь скрытые агентура, которая здесь в Европе действует, они, как только попадут в лапы местной правоохранительной системы, они могут согласиться стать двойными агентами, сказать, давайте мы будем работать на вас. И это тоже для нас, для чеченцев, это самый большой кошмарный сон, который может быть, потому что они тут нас, и так, будучи здесь на птичьих правах, они нам тут всю плешь проели,
А если еще их будут западные, там, немецкие, французские спецслужбы поддерживать, то в итоге они нам тут вообще житья не дадут. Потому что они уже будут здесь чувствовать себя. Это тоже не исключено, между прочим. Запад может сказать, нам выгоднее с этими людьми работать. И может, сейчас пока они будут, еще пока перестраиваться будут, но через полгода, год-два эти люди, если будут работать на западные спецслужбы, они будут представлять для нас, чеченцев, для свободных чеченцев, для ичкерийцев, представлять большую угрозу, чем сейчас они представляют. Сейчас они так подванивают иногда, да, сидят, что-то там, могут где-то пакость сделать, а так они будут уже здесь хозяевами положения, так сказать. Ну, я надеюсь, до этого не дойдет, но вполне возможно, что и это может произойти. И в итоге сейчас Россия оказалась опять на той же стадии, в которой она всегда оказывалась. ФСБ, как заказчик, отдавала преступные приказы, ставила преступных своих ФСБшных агентов во главе армии, управляла, и полиции тоже, управляла этими процессами. И теперь, когда их всех прижучили, когда их взяли за глотку, теперь они, видите ли, кто-то же должен ответить за геноцид украинцев, за преступления, за огромные потери. Кто-то должен сесть. По-любому кто-то должен сесть. Потому что будет процесс. Процесс будет как над гитлеровской Германией. Только он может быть еще более громким и еще, считайте, лет на 80, потому что вот этот процесс перебьет тот 80-летней давности в 47-м, по-моему, 48-м, 46-м году, который был в Нюрнберге. Грубо говоря, через еще на 100 лет это будет новый процесс. И это будет установка для мира. Новая установка будет, новое мировое правило будет на Земле. Понимаете, как после окончания Второй мировой войны. И немцы, которые 3 поколения полностью очистились от того нацистского наследия, выйдут победителями в этой игре. И, возможно, я очень на это надеюсь, они займут место в ООН, место СССР, где сегодня заседает Россия, Российская Федерация, вместо СССР, потому что Российской Федерации там нет, там есть СССР. И вместо этого СССР там должна появиться, на мой взгляд, Германия. А все преступления, которые совершались, в том числе во время нацистской Германии, есть основания предполагать, что и за этим стояли русские спецслужбы. Вот накручивание Гитлера, доведение вот весь немецкий народ до этого состояния, когда истерического состояния, когда всех хочется убить, всех съесть там и так далее. И это будет очень, очень четкое такое разделение. И вот в этот момент, русским нужно выбрать из себя, кого они отдадут на съедение. И как и всегда было в этой истории, на съедение будут отданы русские военные. Русские военные. Уже этот процесс начался. Я об этом говорил еще до того, что это возможно. Потому что сценарий один и тот же развитие. Что будут репрессии генералов. Сейчас всех берут там, ты там коррупционер там, и так далее. Так это вся система в России коррупционная. От судебной системы, военной и всех остальных. Они все на крючке. Им поэтому разрешалось воровать. Но когда они начали подавать голос, что нас отправляют на войну, что мы ведем какие-то бессмысленные мясные штурмы, поняли, что эта война, никогда России невозможно ей эту войну России выиграть, то этих генералов сажают. Да, сажают. И обвиняют их в коррупции, нам рассказывают. Ага, сейчас начали о коррупции говорить. Сейчас им даже воровать не надо, они миллиардеры уже, у них так девать денег некуда. Сейчас они могли бы даже не воровать, им сказали бы, не воруйте. Дело в другом. Дело в том, что русская армия, российская армия не хочет воевать. Не хочет, понимает всю бесперспективность всего этого. Ну, а ФСБшники не хотят отвечать за все содеянное, и они сливают вот военных, ваших военных. Вот к чему мы приходим. Я полагаю,
В итоге мы придем к ситуации, когда а, это, конечно, не очень хороший, на мой взгляд, сценарий. КГБ уже заползает под корягу и заползет под корягу, но будет какое-то время такое хорошее, там, помните, в начале 90-х как было? Свобода, свобода слова, что угодно говори, что угодно делай, тебя никто не трогает, там, ну, просто странно даже, когда пытались попробовать, насколько эти границы широки все, а потом опять это все закрутится. И я боюсь, что Западу это выгодно, и разваливать Россию никто не будет. Отберут вот этот нефтяные хабы, газовые хабы, ядерное оружие, все разоружат, поставят на колени, ну, оставят. А для нас, для чеченцев, я что думаю, меня волнует этот вопрос, то получится так, что русские битые, обиженные, на весь мир злые, которым объяснять, что в заградотрядах раньше был чеченский след, чеченский терроризм, чеченский там каратист, а теперь будет чеченский заградотряд. Понимаете? Мы тут возмущаемся, кричим на весь мир, что нас оккупировали, мы в заложниках, наших людей гонят насильно на войну, в отличие от всей России. Но почему-то все хорошие русские, украинские пропагандисты пророссийские, Z-блогеры и Z вот это движение, почему-то все в один голос твердят про чеченские заградотряды. Причем это Росгвардия, у нее функция полицейская, и это там не все чеченцы, далеко не все чеченцы. Да, в этом Ахмате там 50-70% вообще не чеченцы. Нам все преподносят как чеченцы. А мы знаем, какие русские коварные. Мы знаем, какие они подлые. Чеченский террорист, чеченский след. Я это все всю свою жизнь прожил на себе. Я знаю, как эти нарративы, тезисы, вот эти клише появляются. Я знаю, как они потом распространяются. Я это все на себе испытал. И сегодня Украина помогает это делать. Понимаете? Украина помогает. Кроме украинской армии, сейчас чеченскому народу помочь некому. Украинская армия, не знаю почему, тоже пока безмолвствует по этому поводу. Вот такие вот интересные события разворачиваются. И вот эта вся негативная масса, битая русская, вот эта банд-армия будет выводиться на территорию России, и потом уже будут объяснять, да смотрите, это же они были виноваты. На Западе это устраивает, в принципе. Потому что этот Запад, весь мир, арабский мир, западный мир, там, восточный, южный, северный, весь мир наблюдал, как чеченцев просто разрывали на куски. Очень озабачивались, но наблюдал. Поэтому и сейчас он будет наблюдать. Понимаете? Вот такой вот циничен мир, циничен, лицемерен и аморален этот мир. Но из-за того, что он циничен, аморален, мы руки опускать не можем. Мы не можем снова оказаться в той же ситуации, в которой нас уже толкнули, в войне, геноцид. Поэтому, конечно, мы говорим, и я уверен, что мы сможем предотвратить вот этот сценарий повторного геноцида. Но разные Невзоровы, Илларионовы, кто у вас там, Пономаревы, там, и все вот эти, которых вы там приютили, приютяете и так далее, эти товарищи очень хорошо себя показали, очень себя показали. Вот как-то так, друзья. Извините, что так долго, нужно было все рассказать. Россия потерпела сокрушительное поражение, если брать в общем, в целом. Война может продлиться еще месяцы, может дни, может месяцы, может еще несколько лет она может продлиться. Еще несколько лет может продлиться. Но я полагаю, что в ближайшие недели, месяцы или даже дни с территории Украины войска будут либо бежать, либо массово сдаваться. Об этом сами русские уже давно говорят, что там уже обвал фронта будет, мы должны оборону в Москве держать, 3-й, 10-й. Они прекрасно знают, к чему все это идет. И вот таким вот образом будет ситуация и дальше развиваться. И
как говорится, предупрежден, вооружен. Поэтому мое дело предупредить. Опять же, я говорю, это лично мое мнение. Я никакого, это не мнение президиума правительства, чеченского народа. Это даже не мнение правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия. Это лично мое мнение, мое видение, которое я пытаюсь донести и до вас, и в первую очередь до чеченцев. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Уалейк салам, Мавидин Машволь. Все, кто вошел, я вас всех приветствую, друзья. Ичкерия будет свободной. Дальний Восток желает победы Украине. Лидия Петровна. Знаете, кстати говоря, Лидия Петровна, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Это очень важно, Лидия Петровна, то, что вы говорите. Знаете, Дальний Восток должен получить лучшую судьбу, чем мы, дети, родители советских граждан, которые были. Мы все то, что не увидели. Дальний Восток находится на восточном западе находится, так скажем. Может быть, чуть-чуть по-другому это нужно сказать. Это восток западной цивилизации, Дальний Восток в том числе. Там находится Аляска, там находится Япония, там находится много-много развитых западных, хоть и восточных азиатских стран, с которыми Дальнему Востоку было бы по пути. Те русские, которые живут на Дальнем Востоке, те жители всех национальностей, которые живут на Дальнем Востоке, они могли бы сделать колоссальный рывок с своей части территории, не быть где-то там аппендиксом или там где-то там на краю земли Великой России, которой нет никакой Великой России, понимаете? Создать свою Дальневосточную республику, заручиться поддержкой Японии, заручиться поддержкой США и развиваться. Это не предательство русских, понимаете? Предательство русских – это взрывать русских в своих домах теми людьми, которые обязаны защищать вас, русских. Предательство русских, называть вот этих соседей братьями, всем объяснять, что эти братья, и послать их на войну, на этих братьев. И там их убить об стену. Понимаете? Вот что значит предательство русских. Вот что значит для меня предательство, само понятие. Поэтому русские должны не смотреть на Москву, они должны думать о том, как они будут развиваться, как они будут, если они реально думают. Много стран на земле, разные арабы, 22 государства. Это разделились, живут, одна религия, все у них не так, конечно, хорошо, как они хотели бы, но на самом деле намного лучше. Английские страны есть, Австралия есть, Великобритания есть, Соединенные Штаты, Канада. Но вообще разные страны. Сейчас они как под язык объединились там, но это все независимые раздельные государства. Ну, там, конечно же, Австралия, Канада, это под протекторатом и Франции есть, и Великобритании есть, там, и так далее, и так далее. Но сам факт, это англоязычные народы, которые разделились. Ничего в этом страшного нет. Разделенный русский народ, там, третий, десятый. Это обман. Разделен. Пускай он будет разделенный. Украинцы, русские украинцы в 1000 раз будут лучше жить, если они будут жить в свободной, цивилизованной, демократической Украине. И они смогут помогать своим русским братьям в России, которые будут жить ущемленными. Не в смысле они будут предавать Украину и там делать, посылать посылки, рассказывать им какую-нибудь новость, потому что это все будет закрытое общество, русское общество, вот это российское, КГБшное. Скорее всего, если КГБ сохранят, это все останется. На десятилетие это может вот так заморозиться и останется. Вот этот режим террористический будет долбить этих людей, уничтожать их, репрессировать и так далее, и так далее. Поэтому русским, которые живут в Украине, которые не продались тогда на золотую миску, которую им обещала Москва в Крыму, там, на Донбассе, там, в Луганске, Донецке,
остались верны своей стране, верны своим принципам, верны просто человечности, они будут сейчас жить в 1000 раз лучше. Понимаете? Потому что Украина будет получать современные технологии. То сюда будут уже немцы уже распределили, где кто будет строить, восстанавливать. Вы понимаете, строители? Уже там миллиарды там выделяются. Все ждут просто эти, быстрее бы война закончилась, а она уже закончилась. Именно поэтому немцы готовы. Немец никогда не пойдет туда, где он потеряет деньги. Немецкий бизнес, я имею в виду. Они уже готовы, им немецкие власти дают гарантии, там, 3/10, и они готовы идти. Уже миллиарды там уже с мешками денег сидят, быстрее бы выехать. А почему? Потому что Россия уже сдалась. Зеленский говорит, к осени, там, когда он там, в сентябре, он говорит, в октябре, ноябре, когда он там перед выборами президента Соединенных Штатов, мы тоже, наверное, увидим такое яркое представление к выборам президента, что он готовит план победы над Россией. Понимаете? И этот план Россия, прикривляясь, там, это, десят, подпишет и никуда не денется. Вот, все, закончилась война, считайте. Мы должны уже исходить из этой ситуации. Понимаете? Главное, чтобы это не пошли топить чеченцев в крови по старой русской традиции. Вы же любите, да, вероломство. Братья, я чечен, я ингуш, я там дагестанец, сидит Путин, рассказывает. Потом, о, он же чечен, сидит Илларионов, самый демократичный соратник людоеда Путина, экс-соратник, якобы экс, не знаю, насколько экс, и рассказывает нам историю, что он говорит, Путин опустил Кадырова или поднял Кадырова на свой уровень. Представьте, какие у этих людей в головах просто варится вот эта имперская гниль, вот это вся. Они считают, что они какой-то белый царь, там вот используют эту терминологию, рассказывают. Белый царь, шкурка белого царя, и чтобы русский, если вы, наверное, ну, каждый, я мыслю как свободный человек, и я всегда смеюсь и искренне удивляюсь, когда русские не понимают этой свободы, или другие люди не понимают этой свободы. Точно так же вы, наверное, искренне не поймете моего отношения к царям, там, к рабству и так далее. Так вот, белые русские цари мы называем ковриками, их шкурки, которые мы кладем перед входом в дверь. Понимаете? У нас нет этого понимания, что мы должны там перед кем преклоняться. Да, вы поставили на грань выживания, и вы думаете, если человека поставили на грань выживания, и он подчинился вам, то он стал вашей собственностью, он вашим рабом. Так чувствует, так делает русский. Пока над ним, русским, стоит сила, он ей подчиняется. Если появляется другая сила, вот сейчас Путин уже не сильный, сейчас уже сильный украинец. Понимаете? Вот сила. И сейчас уже трудно, только что 10 лет нам пропаганда рассказывала, что хохлы не воины, хохлы нацики, фашисты, там, 3/10, что они никто, звать их никак. И теперь нужно что-то делать. Оказывается, они-то, сильнее. Теперь они наш царь, получается. Так должен воспринимать. Это сейчас большие процессы идут в сознании русского раба. И в итоге придется подчиниться этому, я думаю, больше американцам, чем украинцам, потому что украинцам тяжело, русскому будет украинцу тяжело подчиняться. Это такой моральный такой будет, это надлом происходить. Но тогда американцы. И американцам нужно будет очень строгими быть, очень строгими. Очень строгими. Хотя, не знаю, как это все дальше будет развиваться, будем наблюдать. Как-то так, друзья. Так что все нормально. Все отлично. Помните, как в бой идут одни старики? Как ты там, наверх, ему звонят по рации, его подбили. Все нормально, падаем. Вот точно так же. У России все нормально, падает, да. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Смотрю, тут очень много комментариев. Привет, Сандерс. Вы правы, Путин предал именно русских. Всех.
всех русские были преданы последними. Давайте так, что именно русских говорить неправильно. Предал сперва украинцев, русских Украины тоже он предал, он же их якобы спасать пришел. А по факту все донбасские, все русские мужики, крымские, донбасские, луганские, закончились. Так русский мир, так КГБ пришло спасать русских. Украинцы, русские украинцы, которые жили и не были коллаборантами, предателями своей родины, они тоже сейчас гибнут. Это так Путин пришел их спасать, освобождать. Потому что называли, мы все верили, вы все верили, и мне украинцы сами говорили, не-не-не, они против нас воевать не будут. И вот Путин последними, когда уже больше некого предавать, и он сам спасает свою шкуру, предал русских. А вы, русские, вы верой и правдой служили. Я начал с того, что вы, только телевизор вам начал в 2014 году, свой разговор еще несколько десятков минут назад, что когда телевизор вам сказал, что Крым ваш, вы все с ума посходили. Я никогда не слышал от русских, что они хотят ездить отдыхать в Крым, там, 3-е, 10-е, всегда куда-нибудь в Турцию, в Египет, там, на Мальдивы, Таиланд. Про Крым, ну это так, такой экзотический отпуск был, Крым поехать отдохнуть. Все начали сходить, Крым, наш Крым вернулся. Я говорил русским, кто со мной работал, учился, там, знакомые, 3-е, 10-е, соседи. Ну что с вами? Каждому подходил, спрашивал, что с вами случилось? Вы же никогда про Крым не говорили. Вы же с ума, что ли, посходили? А вам телевизор сказал, вы запрограммированные, просто зомби. Вам телевизор говорит, это как Божье такое послание вам. О, да, все нужно слушать. Хотя вы на улице видите, что совсем другое, но вам говорят, на улице идет дождь, а там светит солнце. Вы говорите, да, дождь, ну идет ведь, ну сказал же телевизор. Вот это большая проблема, русские, это ваша проблема, и вам ее как-то нужно будет решать. Вы сами себя загнали в эту ситуацию. Вы подчиняетесь телевизору, вы подчиняетесь, и вы проводники русского империализма. Да, КГБ зарождается, КГБ все вам это готовит, но ложится это на ваши души очень так, как положено. Вам это нравится, вы этим тащитесь. Самая большая страна. Вы же детей с детства учите. Мы самые великие, мы никогда не проигрываем. Мы самая большая страна, мы самые крутые. Нас все боятся, не уважают, а боятся вас все. Понимаете, вас никто не боится. Ну и не уважают, конечно же. А лучше бы вас уважали, чем боялись. Понимаете? Боязнь это вообще, это ненормально. Это только в России нормально, страх. А в мире уважение и страх это не одно и то же. Аляска прекрасна, Япония сказка, а под гнетом Кремля русские живут на Дальнем Востоке, как на помойке. Да, Светлана, абсолютно, абсолютно так, Светлана Хадзевич. Жди, за тобой тоже придут, говорит. Окей. Так. Аслан, ждем вас в Чечне, вместе мы сила. Это с русским флагом мне говорит. Ну, что-то вы меня начали в последнее время. Ждем. Наверное, вы гарантируете мне безопасность, раз мне это говорите, да? Кто это мне писал? Сейчас мы проверим. А, у тебя здесь нету этого. РТ. Russia Today. Russia Today я точно поверю, конечно. Russia Today я поверю. Вы в Германии? Да, я в городе Гамбурге. Маша, я ожила. Амин. Амин. Такс. А про Дурова как начали рассказывать. Дуров самый великий из всех великих, самый талантливый из всех талантливых. Самый, короче говоря, способный, самый крутой, 3-е, 10-е. Как так получается, что такой великий, такой этот, сам приезжает и еще ключи с собой привез, все коды привез от телеграмма. А? Сдали вас, военные, сдали вас, да. И так это и ожидалось. По-другому и быть не могло. Вы никто, вы пыль для Путина, для ФСБ, понимаете?
вас так специально выстроили, что полиция, что армия абсолютно бесхребетная. Российская армия не представляет ровным счетом из себя ничего в моральном, этическом, в человеческом, в мужественном смысле этого слова. После 99 года, когда в Буйнакске был взорван дом с семьями военнослужащих, российскими военнослужащих, и вы ничего не сделали. Вы все проглотили это. Все, и дагестанские вояки российские, и все остальные проглотили. Понимаете? Вот вы кто. Нет у вас никакой чести, доблести в такой армии служить. Позор. Как вы в Украину заходили, лычки, нашивки, все снимали, как бандиты. Вы самые настоящие бандиты. И вы получите то, к чему вы шли. Подлость, коварство и жестокость. Вот что вы делали людям, вот это все вам возвращается. Вас будут сдавать, и вас будут судить. ФСБшники будут заползать под корягу, а вы будете идти под каток. Пашка Ключник. Ага. Дуров наш. Да? Дуров наш. Шалом, Ян Маназон. Шалом. Респекта. Спасибо, Фред. Спасибо. Чеченцы классные ребята. Я осетинка, вы наши соседи. Но за вас мне стыдно, говорит осетинка. Осетинка, к сожалению, я думаю, ты тролль, потому что у тебя нет имени, и у вас много таких троллей. Но я бы всем осетинам в твоем лице ответил бы. В 92 году Россия совершила геноцид ингушского народа. И прикрылись вашим именем, осетины. Да, у вас были конфликты между ингушами и осетинами. Но также очень много было смешанных браков. Вы очень мирно и дружно сосуществовали все это время. Пока в 92 году России не нужно было начать войну против Дудаева и Ичкерии и втянуть нас в эту войну. Именно поэтому российская армия совершила геноцид ингушей, использовав осетин. Ингушское общество приняло эту пропаганду, большая часть приняла, хотя некоторые умные люди понимают, что осетин в этом вины нет, больше как народа. И вас, осетин, тогда использовали как мальчиков для битья для ингушей, а ингушей использовали как мальчиков для битья для вас. И русские отошли, как сейчас они хотят отойти от войны в Украине, взвалив это все на чеченцев. Это абсолютно всегда применяемая практика Русской империи. Сказать, что это мы сделали, что вот сейчас напали на один Путин, и сзади кадыровцы подгоняли русских солдат. Вот так нам представляют. Бред собачий. Хотя чеченцы сами подгоняются, их там родственники в заложниках. Единственный регион, который относят фашистские русня к своей территории, который родственники находятся в заложнике, пока они воюют. И вы это все протерпели, осетины. Вы всегда служили России. Вы были форпостом, как вы любили сами говорить, на Кавказе. И русские вами хвастались. Хотя не уважали вас. Никогда они вас не уважали. И вы знаете, что они вас не уважали. Но вот у вас такая роль у вас была. Незавидная, скажу вам. Затем вы, Россия, убили 225 школ чеченских, в котором в каждом, если взять, каждой 225 школах, 186 детей в каждой вы убили. То есть 42 тысячи детей вы убили. И уже когда отчаявшиеся осетинские, ингушские, чеченские, там были осетины, ингуши, другие народы представляли вот из этих террористов, которые захватили школу в Беслане. Они захватили школу, и единственное, что они потребовали, не убивайте наших детей, остановите эту бойню, остановите эту войну. Ваш Путин и ваша Россия из танков и огнеметов
сожгла к чертовой матери все, что было связано с этой школой, все внутри и снаружи, все уничтожила. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в подрыве стены в спортзале, где спецназ должен был зайти, расстрелов из огнеметов, где ничего живое не остается, обугливается до костей все живое, если туда попадает снаряд от шмеля, от огнемета шмель. Из танков, некоторые говорят, с вертолетов, там еще там расстреливали было. Этого материала дела я не видел, но материала дела есть. Тубусы от огнеметов шмель. И что вы сделали, осетины? Что вы сделали, кроме беслановских вот этих матерей, пострадавших непосредственно? Вы замолчали. Вы замолчали, осетины. Они вам показали, насколько они вас не уважают и насколько вы ничего не стоите. И теперь ты мне говоришь, что тебе стыдно за меня, за чеченца, который отстаивает права своего народа. У самого ущемленного, еще недавно, сейчас получше, но я так вижу, сейчас мы опять возвращаемся. Благодаря русским, хорошим русским на Западе, украинским, пророссийским пропагандистам и другим русским фашистам, которые находятся в России из Z-движения. Я спасаю свой народ, я говорю о тех проблемах. А почему нет осетин, которые так говорят? Почему нет ни одного осетина, который бы сказал, а ведь не мы убивали ингушей? Зачем нам это имя? Зачем нам братский ингушский народ соседний должен быть навеки вечный врагом за то, что русские захотели расширить свою империю? Ладно, идете другие народы завоевываете. Это чужие, допустим. Но с этими же мы же в одной соседи, братья, смешанные браки в огромном количестве. Где осетины, которые заступаются за права осетин? Нет таких осетинов. Вот тебе нужно стыдиться того, что у вас нет таких осетинов, а не из-за того, что я заступаюсь за свой народ. Понимаешь? Надеюсь, я тебе доходчиво объяснил. Правда, глаза колят, Аслан, так держать. Есть ли? Аслан, так держать полный вперед, говорит. Так ты российский флаг поставил, РТ, и еще мне так держать, говоришь. В натуре. Да, Грудинин Сергей, абсолютно. Мы сражались и не поддержали нас, да. Конечно, большая сила была. Мы вторую войну, вторую русско-чеченскую, первая война была абсолютно, ну, практически безвыигрышная. Невозможно было первую войну выиграть и оказаться в той ситуации, в которой мы оказались, что мы посадили русню за стол переговоров. Это было из области фантастики, потому что соотношение сил было колоссально просто разным. Вторую войну мы вступили, стратегически проиграв. Как сегодня Россия вступила, стратегически проиграв войну против Украины, так же мы во вторую войну вступили. Если бы нам тогда хватило бы опыта, еще каких-то много, куча таких вещей, как-то по-другому подействовать. Я не знаю, видимо, уже мы были загнаны в эту колею, и уже другого, вот сейчас даже чеченцам многим объясняешь, вот про этот религиозный угар, вот этот, за то, что они говорят, причем никто не говорит, чтобы они перестали быть мусульманами. Наоборот, сохраняйте, защищайте свой ислам. И если мы его не будем защищать, его никто не будет защищать. Это наш стержень, наша скрепа, так сказать. И сегодня это даже представляет проблему объяснить, донести до людей. А тогда, когда считали себя... Я не видел победы чеченцев. Я учился, когда я приехал, знаете, было очень неприятно. У меня от Ичкерии остался очень неприятный осадок. Я защищал Ичкерию, я всегда боролся за права. Я учиться поехал, чтобы воссоздавать, восстанавливать свою Ичкерию после войны с такими целями, с такими намерениями. И меня полиция, милиция тогда это называлось,
избивала в отделении полиции, рвала мне паспорт студенческий, зачетку, все это разрывала. И нужно было отказаться от поддержки своего народа, там, третье, десятое, сказать, что Россия, мы часть России. Я никогда этого не признавал, боролся всегда словом, всегда боролся. И когда я приехал, да мне порвали паспорт в Питере, отделе полиции, избили очень жестоко, там прикладами всем отделом там меня избивали. И после этого, когда уже там резонанс получился, третье, десятое, и мне в Питере восстановили паспорт, я возвращался в свою Ичкерию, бедный студент, 18-19-летний студент, с питерским паспортом, который мне выдали, порвав мой паспорт, избив меня там, и так далее, прожигая сигареты, там целые пытки были, которые они там мне устроили в самом культурном питерском отделении на Пионерской. Меня, ну, в поезде там проверка, мы пересекли границу, чеченцы, там все такое. У меня нет денег, я, ну, можно сказать, сутки не ел. Ну, там чуть-чуть перекусывал, потому что студент, все потратил, там, я и не умел эти деньги хранить. И там 50 рублей, по-моему, тогда, 50 тысяч это были деньги тогда, я не помню. Ну, это самая маленькая, одна из самых маленьких купюр была. И зашел чеченец, ичкериец, который начал мне, посмотрел мой паспорт и сказал: а почему у тебя нету чеченской прописки? Я сказал: мне порвали за то, что я заступался за чеченцев, мне русские менты избили, порвали паспорт, и потом из-за того, что я поднял большой хай на весь Санкт-Петербург, они вынуждены были мне выдать, я еще учился в юридическом факультете, там, юрист, там, все такое. И так, вот я пострадал. Он сказал: за то, что у тебя нету прописки, с тебя 50 рублей. 50 рублей с тебя, 50 тысяч это было, или 50 рублей, за то, что тебя нету. Меня в Москве, меня в России. И я подумал: какая же ты гнида, какая же ты мразь. Он сказал: помнишь, Ериш-Марды колонну разбили? Я навсегда тебя оставлю в истории, тот, кто 50 рублей с меня взял. Помнишь, колонну Ериш-Марды разбили, он сказал. А это всем известно было. Вот когда уходили, а вот так рукой, это был я, он говорит. Я ему должен был... И мой друг ему сказал, который был рядом: ты за эти 50 тысяч эту колонну разбил. У меня много есть что вспомнить про Ичкерию, про власть, которую там установилась. Не про верх, верх я не знал. Рядовые вот эти, которые ничем не отличались от России, от русских. Поэтому... много что есть сказать. Ну, нужно менять, им нужно изменять ситуацию. Менять ситуацию нужно. Так я вам тут вспомнил, рассказал историю из жизни. Историю из жизни, как Ичкерию за 50 рублей продавали. Так, давайте, я могу вам много рассказывать истории. Многие стены боятся распада Рашки. Да, боятся, потому что им внушили, что если они останутся одни, что там их истребят, там третье. Это неправда. Никто на Кавказе их не будет преследовать. Никто. Только тех, кто совершал геноцид, если фамилия непосредственно самая одиозная, верхушка, да. А так, конечно, нет. Осетины такие же наши соседи, как все на Кавказе. Мы должны жить в мире с осетинами. Мы должны уважать их, как и они нас должны уважать. Мы должны понять, что империя нам ничего хорошего не дает. Ну, может, осетинам давала она чуть-чуть кормиться с этого, за то, что они были форпостом. Но теперь все меняется.
грузины и чеченцы не совсем разные. Раньше грузины и чеченцы были очень-очень дружными и близкими. Когда начался геноцид чеченского народа, грузины нам очень помогли, приняли наших беженцев, много что было хорошего, но было и плохое. И выдача наших бойцов, в том числе и Саакашвили, которых убили после того, как Саакашвили передал. И появилась такая тенденция у грузин, что чеченцы воевали в Абхазии против грузин, поэтому нужно с чеченцами плохо относиться. И это до сих пор продолжается, это все забрасывается, вот эти нарративы. Причем, что Гамсахурдия, легитимный первый президент Грузии, которого чеченцы приютили, которые с почестями похоронили его после гибели у себя на родине, что помогали как могли, это как бы оставалось всегда за скобками. И я общался со всеми народами с Кавказа, дружил, общался, работал, пересекался по жизни. Более схожего с чеченцами, как грузинский народ, хотя они тоже разные есть там народы, я не считаю, хотя национальность, религия у нас разная, не встречал. Вот до того у нас и гостеприимство, и открытость, и вот это все у нас очень схоже с грузинами. Поэтому я не считаю, что мы там очень сильно отличаемся. Да, отличия есть у всех народов, но самый похожий на нас народ, хоть он и не мусульманский народ, а христианский, это грузины. Мне кажется, это те же чеченцы, только христиане. Так мне кажется. Там, кстати говоря, есть бацбийцы, там это христиане-чеченцы, они тоже входят в грузинский этнос сейчас, в грузинское государство. Этнос это чеченские бацбийцы. Также есть в Ахмедском районе очень много чеченцев, которые мусульмане, и на грузинском говорят, грузинские фамилии у них там, в этом плане как бы вот как-то так. Поэтому все нормально. Да, это было раньше. Эдел, то, что было раньше, будет всегда. Если какой-то период нам пропаганда рассказала, что ингуши и чеченцы должны враждовать из-за какого-то куска земли, когда они еще были одним единым народом где-то далеко в горах, я бы не поверил. Но сейчас нам это рассказывают. Это все пройдет. Главное, мы не должны поддаваться на это. Понимаете? Не то, что сегодня какие-то нарративы, которые нам забрасывает пропаганда вражеская, КГБшная, а исходить нужно из того, что мы 1000 лет живем по соседству. Вот корень наших взаимоотношений, нашей культуры, нашего понимания друг друга. Мы никогда не воевали друг с другом. Понимаете? Как-то так. Как ты относишься к Муцераеву? Я никак не отношусь к Муцераеву, абсолютно. Муцераев перешел на сторону России, амнистировался, и сейчас это человек пророссийский, или в правовом юрисдикции России находится. И его творчеству сегодня, я понимаю, которое тогда он создавал, писал, которое я тоже слушал, все слушали его песни в Чечне. Его творчество, на мой взгляд, может быть, неумышленно наносило вред нашему народу, нашему сопротивлению. Те песни «Иерусалим», там 3-е, 10-е, это все было античеченские песни. Они выгодны были турецкой и российской пропаганде. Сейчас то, что он проживает спокойно во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, говорят он Чеченской республике, говорит о многом. И сейчас хотят в Украине создать, он прозакаевский, был раньше, по крайней мере, Закаев прокремлевский, всем это известный факт. Это какие бы слова Ахмед Закаев нам не рассказывал, Ахмед Закаев абсолютно 100% отрабатывает то, что нужно Кремлю.
В Украине политическая верхушка это полностью устраивает, потому что политическая и СБУшная вот эта часть, не буду за всех говорить, тоже отрабатывает то, что делает Кремль, то, что нужно Кремлю. И сейчас я вижу песни у хороших русских, у каких-то полухороших русских, плохих русских появляется вот эта вся тема по поводу Муцураева, песни, я вижу, украинцы и песни накладывают там разные, и вот это все накладывается. Нет, нет, Муцураев не представляет, сейчас Муцураев не представляет интересы чеченского народа, ничего он не делает для чеченского народа, и он является либо заложником, либо соучастником вот этого российского режима, потому что он там находится, и все нормально. И вот такая вот ситуация. Поэтому украинцы, заранее вам говорю, вам сейчас будут везде показывать Муцураева, не поддавайтесь на это. Это уже, мы это прошли, к большому сожалению. Конечно же, я надеюсь, получится все это исправить. Я надеюсь, все раскаятся. И, ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Шамиль Халиуллин. Из-за Илларионова стрим с Гарри не состоялся. Я не знаю, почему. Гарри сказал, что он не сможет, что пока он не может, сейчас он занят. Хотя вчера он предлагал, а я должен был делать вчера на чеченском языке, поэтому я ему сказал, давай на завтра, и на сегодня у нас с ним не получилось. Он сказал, что он не может. Кстати, да, я анонсировал, что мы будем сегодня вместе стрим делать, но не смог он. Не знаю почему. Ну, за Илларион я не думаю, что есть повод из-за Илларионова обижаться. Если какие-то вопросы, Илларионов сам может и возразить, и ответить. А если это так, ну так и так, что я ничего не могу поделать. Я не могу позволить Илларионову или другому кому-либо навешивать лживые ФСБшные нарративы, утверждая, что чеченцы это заградотряды и так далее. Это та программа, которую Россия через Кадырова пожертвовала в чеченский народ, чтобы два братских украинских и русских народов помирились, мы должны с собой себя принести в жертву. Так вот, я скажу всем, кто так говорит, идите вслед за русским кораблем. И Рамзана с собой заберите, и все идите туда. Я здесь не для того, чтобы понравиться кому-нибудь, я для того, чтобы не дать уничтожать чеченский народ. И если люди, которые называют меня друзьями, называют меня соратниками, сторонниками, не понимают этого, ну, значит, они не уважают все, что для меня ценно в этом жизни. Я поставил, так сказать, на карту все. И мне ничего не нужно, ни денег, ни славы, ни должностей. И все знают, что мне это ничего не нужно. Мне нужно только, чтобы чеченский народ не уничтожали. И если кто-то помогает его уничтожать, ну, извините, я ничем не могу помочь, я не согласен в этом участвовать. Вот этот пришел снова, спасаю Украину. Я ж тебя забанил. Теперь, кстати говоря, и про евреев, да, вот тут мне пишет Гарри, там такой, сякой мне пишет. Не надо на Гарри ругаться. Гарри нормальный парень, я ничего такого, о чем ты тут пишешь, за Гарри не замечал. Но я могу сказать, что если как Гарри, как не просто американец, он и еврей, если евреи думают, или Гарри думает, или кто-либо другой думает, что только чеченцами отделаются, вот мне постоянно пишут, что ведь Кадыров это был на той стороне, понимаете, который гнал русских, ну якобы гнал русских. И если бы ни чеченцы, ни кадыровцы, никакой войны не было, вот так же это все представляется,
то с этой стороны евреи находятся. И будут обвинять, уже пишут и там говорят, что евреи все это замутили. Понимаете? Путин еврей, Зеленский еврей, гнали их чечены, русских гнали чечены. Все, евреи с чеченами, два родных братских русско-украинских народа стравили, и вот они во всем виноваты. Вот так будет, я хочу сказать, и Гарри, и всем евреям, что уже они говорят. И если кто-то не знает, кто-то еще питает иллюзии, я вам могу сказать по поводу духовности русских офицеров. Русский офицер не может быть русским до конца офицером, если он не антисемит, не чеченофоб и не американофоб. Понимаете? Это основные скрепы русского офицера. Если в нем хотя бы одной из этой составляющей нет, то он никакой не русский офицер. Такой полурусский офицер, там такой какой-нибудь там экзотика, да, как украинские экзотические пророссийские пропагандисты нам рассказывают. Поэтому, если кто-то думает, что это будет касаться одних чеченцев, то ошибается. И Илларионов будет одним из тех, кто будет подливать, говорить, какие евреи хорошие парни, и подливать масло в огонь, чтобы антисемитизм еще больше усиливался. Потому что белый русский царь оказался не царем, а сукой, как говорится. И все это поняли. Мы-то знали, теперь сами поняли. Про Курочкиных, которые являются врагами и абсолютными лицемерами, которые в самое трудное время для чеченского народа, когда чеченец даже не может ничего сказать, когда людей убивают за то, что помогают чеченцам, говорят слово правды, Курочкины, которые, как мы видим, далеко не идейные борцы, там всю свою жизнь боролись за права людей, и тут увидели чеченцев и решили им помочь, рискуя жизнью, рискуя родственниками своими, там, третье, десятое, занимаются, это все, это обман, туфта, это по заданию России, это помогают Закаеву, я об этом отдельно делал ролик на чеченском языке, это циничные, лицемерные две персоны, которые обратились ко мне, поддержали меня, знали, что я Закаева уже разоблачил, зная, что я уже прямо открыто говорил, что люди из Ахмеда Закаева от ГРУ и из его правительства пытались вербовать меня. Все это прекрасно они знают, говорили, что никакой Ахмед Закаев, Аслан, ты самый главный, ты коммуникатор идей, мы там будем делать, ты только говори, деньги тебе нужны, текст тебе написать, видео смонтировать, ты только просто издавай идеи, выдавай эти идеи просто, мы все будем реализовывать, мы так переживаем за чеченцев, мы так их любим. Я присматривался, смотрел, потом понял, что они такие же гибнявые, такие же за восстановление Советского Союза. Я потихоньку не стал, потому что оснований, повода они мне конкретно не давали. Я потихоньку начал дистанцироваться. А они все хотели меня подвести под вот свою вот эту КГБшную, ГРУшную вот эту банду, где там Закаев будет там их лидером, третье, десятое. Я потихонечку отстранился, и потом уже всем стало очевидно, чем они занимаются, и я уже прямо открыто начал о них говорить и говорю, это абсолютно, главное, чтобы чеченцы услышали. Более того, до того это по-русски, по-свински это, я вам скажу, взять, уничтожить наш народ, притвориться прочеченскими, взять название Ичкерия, и чтобы потом этим манипулировать чеченцев. Вы, Курочкины, в юридическом смысле, я вам гарантирую, если я не умру, а если я умру, я завещаю чеченцам, чтобы вы, Курочкины, понесли уголовную ответственность наравне со всеми, кто несет ответственность за геноцид чеченского народа. Вот что такие Курочкины. Это очень подлые и лицемерные
оборотни в овечьих шкурах в чеченском обществе, которую нам гибня засылает. И вот этих людей мы близко к себе подпускать не будем. Наша задача дистанцироваться от россиян, дистанцироваться от гибни. Да, россияне, которые признают право чеченцев на свободу и признают, что Россия совершала преступление в отношении нашего народа, к ним вопросов нет. Эти люди, пожалуйста, можно с ними коммуницировать и так далее. Но вот эта вся гибнявая шобла, которая возомнила себя, что вот у них все решено, им абсолютно бесстыдно. Я думал над этим, знаете, они запускают какую-то программу, и я ее разоблачаю. И я говорю об этом. Смотрите, вот запустили программу, вот это делают. Да, они меняют, когда у них явно какие-то большие проблемы, они меняют там свои разные ключевые моменты в этой ситуации. Но по большей части выделяются деньги, особенно если это на Западе, выделяются деньги, деньги уже оформляются, уже нужно отрабатывать, и этот процесс запускается. Даже если ты разоблачаешь. Вот я Курочкиных разоблачил, Закаева разоблачил, всю их шоблу, вот эту ГБшную, все разоблачил. Но они дальше продолжают. В надежде, что я умру, что все чеченцы забудут, что и как бы бабки должны же поступать им же Россия за это платит, потому что идейных, бесплатных, как здесь сидящих, там нет, понимаете, которые за бесплатно готовы что-то делать. И вот будем разоблачать, конечно же, это нужно знать, кто такие Курочкины, вы все должны знать, и не только Курочкины, кто такой Ахмед Закаев, да, надо знать. Мы говорили, будем говорить, это не для того, чтобы их как-то нанести им вред, их для меня как людей не существует. У меня существует Его Величество, господин чеченский народ, который эти люди вновь хотят его использовать и бросить опять в топку войны. Из этого ничего не получится, пока мы есть, а мы будем всегда. И что мду. Так что, да, полет Курочкиных будет досрочно прекращен, да, он уже прекращен. Чеченцы такая, знаете, чеченцы, вот я вчера вел стрим на чеченском языке, и я говорил о кадыровцах, и они, которые встретился с ними Путин, и они там вместе фоткают, там ура, 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 Путин, их президент, все такое, они там говорят. И я говорю, вот вы, оновые, ну там мужчины, там рыцари, они себя таким считают. Я подразумеваю, я там иногда слова проглатываю, как бы я подразумеваю, могу что-то не сказать. Ну, я имею в виду, что вот вы считаете себя оновые, то есть мужчинами, рыцарями, и вокруг там Путина стали, там стоите, это вам завтра принесет расплату, это вам позор был, вы никакие не будете оновы, которым якобы вы себя сейчас считаете. Вот я это слово сказал. Так вот, в этом моем стриме, почти двухчасовом, по-моему, прошлый стрим на чеченском, человек находит это слово и говорит, ты не имеешь права их называть оновы. Хотя я совсем другое имею в виду, но сам то, что этот человек обратил на это внимание, это говорит о том, что чеченец, если его реально это касается, и ему, если это надо, вы даже не представляете, как он будет рыть и копать, чтобы дойти до истины. Вот так нам нужна истина. И я один из них, я такой же, как он, который мне этот пишет. Понимаете? И то, что я сейчас говорю, это останется навсегда. Никогда уважаемыми, принимаемыми людьми в чеченском обществе, информационном обществе, Курочкины не будут. Как не будет Ахмед Закаев, как не будут Курочкины, как не будет Тумсо Абдурахманов и другие. Да, они будут среди России, среди как кадыровцы, вот там они будут. А мы, чеченцы, свободные чеченцы,
Среди нас они никогда не будут. Да, какой-нибудь молодой человек посмотрит красивый ролик, который там сделали Курочкины, там Андрюша, подготовленный специалист в этой области. Они там сделают ролик как-то красиво, чтобы там это удобоваримо было, приятно смотреть это было. И молодой какой-нибудь чеченец будет смотреть, ставить лайки, как я это делал, ставил лайки, все, что нравилось мне и так далее делал. Но когда настанет время принимать решение, этот молодой чеченец спросит вокруг себя. Вот такое вот у нас общество. Мы спрашиваем, да, у нас военное общество, сами по себе мы, вся наша система подстроена как военная культура, милитари такая. И взаимоотношения у нас друг с другом такие. Мы доверяем себе. Мы не доверяем Курочкиным, Мурочкиным, там, третьим, десятым. Понимаете? И даже я, если окажусь тем, никем за себя выдаю, все, моментально репутация исчезнет, и никогда она больше не восстановится в чеченском обществе. И те люди, которым важно будет копаться, а мне это также важно, я себя вам рассказываю, я поэтому знаю хорошо чеченцев. Если какой-нибудь где-нибудь это заявится, все, потерять можно вот так, доверие можно потерять, понимаете? А русские сделали все возможное, и Ахмед Закаев сделал, и все остальные Курочкины, Мурочкины сделали все возможное, чтобы меня дискредитировать. И связи с ФСБ, там, и там, третье, десятое, что только не говорили. Но они не нашли этих связей, понимаете? Вот их нет. В природе этого невозможно найти. Именно поэтому они ничего не могут против меня предпринять. Понимаете? И они поймали такую паузу. Конечно, прорвет их. Конечно, это накипело у них. Они всю эту грязь, которая накипела у них, где-то там, как обычно, с ложью, все это будет. И так и продолжается. Каждый день капают они на меня, там рассказывают, там про меня разные слова. Но чеченцы знают, потому что мы каждое слово, для нас это жизненно важно. Вы нас вообще не знаете. Мы вообще такие своеобразные. И это мне нравится. На этом я свой стрим заканчиваю. Друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра я постараюсь снова выйти в эфир, снова быть с вами и рассказать еще что-нибудь интересное. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку, если она спасет чеченский народ. Ади кёль маш оль. До свидания, друзья.